Если вы русскоговорящий и хотели бы научиться понимать и говорить на казахском, но раньше у вас не получалось, то мои видео предназначены как раз-таки для вас. Меня зовут Ажар. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Все мои видео на моем канале предназначены именно для того, чтобы продемонстрировать легкий, простой, эффективный способ быстро запоминать казахские слова. Этот способ вы можете, кстати, использовать и не только для запоминания казахских слов, любого другого языка, английского, японского, вьетнамского, какого угодно. И не только языков, любого слова и термина, который вы не понимаете и который вы хотели бы запомнить, который вы хотели бы положить в свой актив. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как глагол айту. Айту – это неопределенная форма глагола, означает говорить. Айту – говорить. Значит, мы будем применять его в отношении первого лица, то есть нас самих. Мен – это я. Айтаман – говорю. Айтпайман – не скажу. Угу. Айтпайман – не говорю, не скажу. Угу. Я подобрала вот такую картинку, где парень что-то говорит девушке. Угу. Вы можете подобрать любую другую картинку. И, как обычно, мы с вами начинаем составлять предложения, но теперь уже, наверное, казахские предложения, в котором мен – это я, айтаман – говорю, угу, или буду говорить. Угу. Вот. И вот сюда мы подставляем уже какие-то слова, которые мы уже успели запомнить, либо русские слова. Мен на каждом видео каждому своему подписчику айтаман, что нужно составлять большое-большое достаточное количество предложений, чтобы реально запомнить это слово, чтобы оно зашло в ваш актив и больше никогда оттуда не уходило. То есть вы никогда не забудете это слово и сможете с легкостью использовать это слово в дальнейшем. Наш преподаватель все время говорил: мен правда айтаман. То есть я говорю правду. Некоторые дети, когда что-то нашкодят или что-нибудь не так сделают, они говорят, они что-нибудь скажут, и потом говорят: мен правда айтаман. И тем самым выдают, что они сказали неправду. Вот. Или там дети наперебой говорят, там вазу сломали, да, и наперебой: мен правда айтаман, мен правда айтаман, мен шындық айтам. Правда, кстати, шындық, мы тоже проходили это слово, да, мен шындық айтам, мен шындық айтам. И ты не знаешь, так, кому же верить, а кому не верить. Так. Когда в некоторых фильмах смотришь, там судья, когда в Америке, по-моему, да, каждый свидетель должен там положить свою руку там на Библию и сказать: я буду говорить только правду, да, там, то есть мен текана шындық айтамын. Текана – это только, шындық – это правда. Мен правда айтамын. Я доче всегда говорю: пожалуйста, мен шындық айтамын. Нет, немножко не вяжется. Ладно, это неудачный пример. Так. Вот. Когда я обучаю своих студентов,
Мен стараюсь, мен понятно, подробно, детально айтам. Таким образом, что, например, у них создается впечатление, что они понимают проблему изнутри. То есть, например, там нужно сначала, вот когда мы делаем шовчик, да, нужно сначала заутюжить его, разутюжить его, а потом заутюжить в одну сторону, да. Я мен айтамын, почему так надо делать. Не просто вот надо делать вот так, сначала разутюжить, потом заутюжить в одну сторону. Ну, надеюсь, я вас не загрузила швейными терминами, да. Я именно айтамын, почему так нужно делать. То есть я объясняю принцип, я объясняю вот само действие, да, как оно происходит и почему это нужно сделать. Что сначала разутюжить так, чтобы потом там не появились никаких складок, не появилось никаких заломчиков в шве. Когда ты заутюживаешь, тебе, например, нужен шов, который заутюжен, но ты сначала его должна разутюжить, а потом заутюжить. И тогда у тебя будет как бы идеальный шовчик. Вот. И или, например, вот вчера, да, я работала со студентом и объясняла ему там, ну, в конструировании какой-то момент, да, вот, и я прям очень серьезно айтамам говорю, что для того, чтобы быть хорошим специалистом, хорошим конструктором, недостаточно просто запомнить данные. Нужно понимать, откуда растут ноги, то есть почему это происходит, вот почему это вот нужно сделать сначала вот так, потом вот так, а потом вот так. И когда ты объясняешь человеку вот весь процесс, да, ему легче дается. Вот точно так же я думаю, что и в наших с вами вот видео получается, что когда вы понимаете весь этот процесс, когда вы можете составлять предложение, вам, соответственно, легче запомнить это слово. Ага. Вот. И поэтому мен студент терге сулай айтаман. Я говорю так, именно так студентам. Я... Что еще? Какие вопросы? Какие эти? Мен себе айтамын, что я должна выполнить в этом году, прям выполнить очень большое количество запланированных дел. Ага. Их много, они достаточно объемные, вот, но я прям хочу добиться. И мен себе айтамын, что я не зря записалась на курс по нейросетям. Вот. Хочу освоить нейросети и хочу самостоятельно сделать себе сайт, самостоятельно себе сделать всякие технические штучки, связанные с искусственным интеллектом, плюс научиться им оперировать. Поэтому мен өзіме себе айтамын, что хватит лениться, работай. Я думаю, что вам стало понятно, как использовать это слово, но самая главная часть работы – это ваша. Моя часть работы – показать вам примеры, показать вам, как это использовать. Ваша часть работы – это самое главное. Если вы хотите запомнить это слово в первом лице, в утвердительном смысле, то составляйте достаточное количество предложений. Ага. Не делайте их просто так тупо механически, да. Вот. Действительно составляйте, и тогда это слово больше никогда не уйдет из вашей памяти. Вы с легкостью его сможете в дальнейшем использовать. А мы составим еще предложение со словом айтпайман. Айтпайман – это
не говорю или не буду говорить. Мен айтпаймын. Мен не буду говорить или не говорю. Если я чувствую, что я не могу исполнить какое-то обещание, то мен обещание айтпаймын. Если я не могу сказать что-то, то я говорю мен саған айтпаймын. Я тебе не скажу, я не могу тебе сказать, я не буду говорить, мен айтпаймын, потому что я не хочу, например, там врать или говорить неправильную информацию. Но я просто айтпаймын, просто не буду говорить. Все. И не спрашивай меня. Так, я в детстве, в школьные годы, когда, не знаю, что-то на меня находило, какая-то моя вредность внутренняя, вот, и у меня спрашивали, например, по истории говорили: Нурбаева, говори. И я такая стою, думаю, нет, мен айтпаймын, короче, буду молчать, не буду говорить ничего. Такая вредная была, боже мой. Как меня выдерживали люди, и учителя, и мои родители. Ну, спасибо им большое за то, что не выбросили меня на помойку. Вот, но это были шуточки. Так, какие еще примеры можно привести? Если ты не можешь что-то выполнить или ты не уверен в этом, то если я, вернее, не уверена, то я обещание айтпаймын. Я не говорю айтпаймын, да. Айтпаймын. Если у меня есть хоть малейшее сомнение в том, что я что-то выполню, да, я обещание айтпаймын. Или согласие айтпаймын. Вот. Что еще? Какой еще пример можно? Так, чтобы вам еще лучше запомнилось, да? Я думаю, что многие, наверное, наблюдают за некоторыми достаточно такими известными людьми и ловят их на том, что они когда-то, например, что-то обещали, а потом не выполнили, да? И в таких случаях люди говорят: надо же говорить мен айтпаймын, да? Там мен обещание айтпаймын, да? Вот. Ну, я думаю, что примеров я вам достаточно дала. Самая основная работа ложится на ваши плечи, потому что это ваша ответственность запоминать слова и постепенно начать учиться, научиться понимать и разговаривать на казахском. Это ваша ответственность. Вот. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня, за то, что вы ставите мне лайки, за то, что подписываетесь, делайте перепосты, продолжайте это делать. Вы поддерживаете меня и мой канал, и мои труды. Спасибо вам большое за все. Пишите комментарии. Сау болыңыз. До свидания.